Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это News on Air, я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы вам расскажем о том, что происходит в республике. Наши корреспонденты поведают о предстоящих мероприятиях в Якутии. Мы поговорим об активном отдыхе и, конечно, покажем потрясающие кадры, снятые на открытом воздухе. Ленские коневоды поборются за 100, 70 и 50 тысяч рублей. Таким будет призовой фонд ежегодного традиционного конкурса. Его проведут в день коневода-табунщика 26 марта. В селе Чамча посоревнуются 4 команды из разных уголков Ленского района. Местные мастерицы готовятся к празднику, шьют зимние национальные костюмы для женщин, мужчин и украшения для лошадей. От каждой команды выступит по 5 человек старше 18 лет. Конкурс предполагает конные забеги с препятствиями и кулинарные состязание. Конкурс для женщин. Нынче в этом году у нас есть новый этап конкурса. Есть Хамур Хапсагая, там тоже не на очищенном снегу. Они должны тоже бороться. И побеждает та команда, кто побольше людей победит. Поговорим и о культуре. Ленский театр теней впервые выступит в Москве. В ноябре актеры поедут на международный конкурс «Театральная палитра». Сейчас ленчане решают, какую постановку представить искушенному столичному зрителю. В марте на заочном этапе конкурса артисты покорили жюри видением «Снежной королевы». Кукловоды отправили видеофрагмент, где Каю в глаз и сердце попали осколки зеркала. Готовили эпизод 4 месяца. Выбирали, что именно показать, создавали марионеток, учили роли. Старания оказались не напрасны. Театру достался гран-при и диплом лауреата первой степени. Сложность, наверное, была то, что вот фигуры у этой сказки у нас самые крупные фигуры. Вот. И поэтому детям было тяжело держать, и мы как бы новые крепежки придумывали. Изначально сказку подбираем, вот, хорошую обязательно. Обсуждаем с детьми, тоже распределяем роли. И вот пока они учат свои роли, я начинаю наброски рисунков делать. То есть раскадровка каждой сцены, и потом уже создание героев. Однако не только театром славится наша республика. Надо сказать, что в этом году Якутия отмечает сразу несколько праздничных событий. Это и столетие образования республики, и, разумеется, Год матери. Так, в свет вышел 7-й выпуск книги «Золотые семьи Якутии». Подробности далее. Всю жизнь рука об руку вышел в свет 7-й выпуск книги «Золотые семьи Якутии. Летописи семейного наследия республики», приуроченный к столетию ЯССР и году матери в Якутии. В эту книгу вошли материалы о 105 семьях, которые через долгие годы пронесли любовь к друг другу, доверие и верность, и давали свою житейскую мудрость и богатый жизненный опыт своим детям, внукам и правнукам. Сначала мы думали, что это будет просто альбом о семьях, проживших 50 и более лет. Но потом стало интересно, секреты долголетия семьи. И, значит, этот проект вырос в книгу. С 2008 года вышло уже 7 выпусков, каждые 2 года. Конечно, это очень большая организационная работа. Существует положение, существует межведомственная комиссия, которая утверждает эти семьи. Кандидаты для этой книги выбираются в ВУЗах на уровне муниципальных образований, в Якутске на уровне округов, либо общественные организации могут выдвинуть. И с каждым годом участников книги становится все больше. Если в первой книге у нас было 53 семьи, то в 7-м выпуске уже 105 семей. Отметим, что каждая новая книга не похожа ни на одну из предыдущих, и каждый выпуск несет в себе свою определенную направленность. Каждый выпуск, он, конечно, отличается, посвящен какому-либо событию, например, 65 лет Победы у нас есть выпуск в год семьи, год молодежи, и так далее, год здоровья. В зале торжественной регистрации брака столичного дворца бракосочетаний чествовали героев книги. Семьи из разных районов республики, которые прожили в браке более 50 лет. От имени главы республики Айсена Николаева и мэра Якутска Евгения Григорьева семейным долгожителям вручили памятные подарки и букеты. Ну и, конечно, прозвучало много теплых слов в адрес тех, кто своим примером вдохновляет молодое поколение на долгую и счастливую семейную жизнь. Семья – это полотно, которые нужно ткать каждый день. Какую соткали картину, такой и любоваться будем завтра. Я думаю, наши семьи соткали очень красивую, благородную картину. Спасибо вам за это.
Важность сохранения семейных ценностей будет актуальна всегда, при любых обстоятельствах. Ведь если в семье нет взаимопонимания, то в первую очередь от этого страдают самые близкие люди. Горжусь прежде всего своими родителями, горжусь своими предками, горжусь своими корнями. И поэтому очень трепетно отношусь непосредственно к пониманию родового семейного древа, которое должно всегда держаться на крепкой семье. Поэтому вам огромная благодарность за то, что вы эти деревья держите. На мероприятии семейная пара Наумовых Мария Егоровна и Дмитрий Иванович, которые в конце марта будут отмечать 62 года совместной жизни, поделились своим секретом семейного счастья. В браке мы 60-го года. Это будет 62. Мы поженились 27 марта. Через 10 дней у нас будет 62 года, как мы совместно живем. Это очень, конечно, интересная жизнь. Вот. Чтобы совместно жить, надо иметь дружбу. Да, Дружбу, доверие друг к другу. Чтобы доверяли друг другу, Вот так. посоветоваться, чтобы разногласий не было. Ну а в завершении хотелось бы вспомнить слова Альфреда Хичкока. «Счастливый брак – это брак, в котором муж понимает каждое слово, которого не сказала жена». Иван Лазаренко, Владимир Павлов, Якутск. Перейдем и к другим темам. Наша коллега Дарья Анкехова недавно посетила Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва по лыжному спорту в городе Алдан. Главной задачей было встать на лыжи с помощью профессионалов. Что из этого получилось, смотрите далее. Итак, дорогие друзья, самое время попробовать, все-таки попробовать встать на лыжи. Действительно, опыт катания на доске у меня уже был, но с лыжами я вообще даже вот так не дружу, так сказать. Но сегодня именно для этого я решила посетить эту школу, и есть опытный человек, который согласился мне в этом помочь. Это Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, здравствуйте. Дарья, здравствуйте. Мы вам подберем ростовку. Я думаю, вот это вам самое то. 1,58 м я. Вот чуть-чуть выше вашего роста. Для прогулки это самое то, да. Палки вам, как правило, чтобы вот в районе плеча были. Ну, дальше давайте с вами подберем размер ботинок. 36, наверное. 36 вам подойдет? Да. Ну, вообще 35-й свой, а с носком 36. Да, Мы сейчас померим. Я думаю, 36 будет самое то. У вас сейчас будут ноги неподвижны, а руки будут делать всю основную работу. Это называется по лыжному термину одновременно бесшажный ход. Или за границей его привыкли называть дабл-пулинг. А у нас называют его еще баба-поле. В общем, смысл какой? Ноги неподвижные, руками просто приталкиваете. А что тут может пойти не так? Что может пойти не так? С бабой Полей что может пойти не так? Ну, в принципе, ничего, просто силы быстро кончатся и все. Уже кончились. Сейчас мы наверх заберемся, а там как раз попробуем маленько съехать. И вы же катались на горных лыжах? Нет. Нет, значит будете кататься. Вы маленько поднимаете к снегу, и ручки далеко не ставьте, поближе вот сюда, в ботинок. И небольшое усилие на палке. Да. Коленочки подсогните. Вы говорите, я не должна катиться назад, а я катюсь назад. Теперь делаем следующим образом. Это подъемный вариант. Прям самые крутые бугры. А я видела, на Олимпиаде так поднимайте. Да. Вот так. Все верно. Подъем елочкой называется. Ну, можно еще проще придумать вариант. Как? Лесенка. Это что? Как я, встаньте.
Это какой-то этот, как бы сказала молодежь, читерский вариант. Какой? Читеры. Ну, то есть это, короче, какая-то халтура. Вот так вот маленькая горочка оказалась для меня практически недосягаема. А вершина была так рядом. Была возможность у меня уже на беговых лыжах себя попробовать, и как сказал мой инструктор, у меня уже первый разряд. Но я думаю, он, конечно же, просто пошутил немного. Но и здесь, глядя туда вниз по склону, мне кажется, что здесь будет все проще. Либо я туда скачусь, либо не скачусь. То есть здесь вариантов мало, да, Константин? Ну да, все будет хорошо. Ты никуда не улетишь, не упадешь, я тебя пойму. Уху! Товарищи, я поехала. Скажи, пожалуйста, бывают такие люди, которым вообще лыжи не поддаются? В принципе, нет. Не бывает? Кому-то просто кто-то быстрее этому Самый обучается. быстро кто обучался? Сколько? Ну, у меня в Сочи был ученик, который на 2-м часу поехал в параллельных лыжах. Интересные эмоции, интересные ощущения. И, конечно, я бы всем посоветовала просто попробовать хотя бы. Пока! И в завершении не секрет, что с установлением теплой погоды все больше хочется проводить времени на открытом воздухе. Для тех, кто еще не придумал, каким образом можно совместить приятное с полезным, можем порекомендовать ледовый городок, который расположился в столице нашей республики. Снегоходы и квадроциклы, огромный каток, ледяные горки и ездовые животные. Такая территория активного отдыха точно поможет отвлечься от будничных дел. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.